Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Какова ситуация с кадрами в сфере среднего образования в Очимчирском районе в преддверии нового учебного года, узнавала наш корреспондент. Сразу на нескольких улицах столицы идут работы по организации пешеходных дорожек. Президент Аслан Бжаниев встретился с новым начальником погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергеем Щедриным. Во встрече также участвовал посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин. Хочу сказать, что у меня особенное отношение к людям, которые в погонах, особенно пограничникам, сотрудникам Федеральной службы безопасности. Мы с вами уходим корнями в одну школу, поэтому добро пожаловать в Абхазию. Миссия важная, очень важная, а с учетом той обстановки, которая складывается сегодня вокруг Абхазии, России, то эта важность приобретает известную остроту. Хотел бы вам пожелать успехов. Абхазские коллеги всегда будут в этом плане вашими надежными союзниками, соратниками. У нас сложились добрые традиции, нас связывают с бывшими руководителями, с Андреем Юрьевичем, с Юрием Дмитриевичем Свириком, со всеми, кто занимал эту должность, и деловые, и человеческие отношения. Хотелось бы, чтобы в вашем случае это правило было продолжено. Очень бы хотелось, мы со своей стороны обязательно будем выстраивать отношения таким образом. Надеемся, что как и с прежним генерал-майором, с генерал-майором нынешним у вас сложатся хорошие отношения. Я уверен в этом. Желаю успехов вам. Алхаз Челокуа назначен начальником управления по связям со СМИ администрации президента Абхазии. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаниев. Теалина Аршба освобождена от занимаемой должности в РИО начальника управления по связям со СМИ. Хибла Мукба назначена временно исполняющей обязанности генерального директора Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Соответствующий приказ подписала в РИО министра культуры Динара Смыр. Посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Ливана Салима Эль-Хосса. Мухаммад Али посетил посольство Ливана в Дамаске, где также оставил запись в книге соболезнований от имени правительства Республики Абхазия. В Очимчирском районе функционирует 26 общеобразовательных школ, в которых работают около 500 учителей. При этом говорить о полной укомплектованности учебных заведений не приходится. Какова ситуация с кадрами в сфере среднего образования в преддверии нового учебного года, интересовалась Рада Чичава. Профессия педагога – одна из самых важных в мире, ведь учитель помогает детям вступить во взрослую жизнь, учит уважению, любви, вкладывает нравственные понятия в души своих учеников. В Очимчирском районе, по словам заместителя заведующего отделом образования администрации Вахтанга Амичба, функционирует 26 общеобразовательных школ. В них работают около 500 учителей. Однако о полной укомплектованности учебных заведений сказать нельзя. У нас на сегодняшний день в школах имеется 7 вакантных мест. Это такие предметы: химия, физика, английский язык. И даже в одной школе проблема с учителем абхазского языка и литературы. Это Баслаховская средняя школа. Несмотря на то, что всего 7 вакантных мест, у нас потребность в учителях больше. У нас вот сейчас мы посчитали, где учителя работают, которые перегружены часами, имеют от 1,5 до 2 ставок, которые не рекомендовано. Таких
мест у нас 24. Причин возникшего дефицита множество. Молодые учителя преимущественно хотят работать в столице, да и профессия учителя ныне не пользуется прежней популярностью. Зарплаты педагогов в Очимчирском районе низкими не назвать. За одну ставку без надбавок учитель получает 17 тысяч рублей. Как отметил Вахтанг Амичба, управление образования и руководство школ на местах постоянно работают над решением проблемы дефицита педагогов. Отдел образования и руководство всех школ на местах в постоянном поиске ищут, просят. Думаю, что обстоятельства улучшатся в лучшую сторону, так думаем. На учете все студенты, которые направлены были по целевому заказу в АГУ, чтобы поступили. У нас все это зарегистрировано, мы полную картиной владеем. И у нас есть их контактные телефоны, и заведующий отделом все время звонит, вечно на связи, уговаривает, просит. Иногда дает результаты тоже. Например, к работе в школах привлекаются студенты-старшекурсники Абхазского государственного университета. Министерство образования, потом отдел образования держит тесную связь с Абхазским государственным университетом. Практикуется привлечение студентов к работе. Студенты 2-3 курсов, которые там успешно занимаются, им дают индивидуальный график обучения, и этим самым мы выходим из положения. Это практикуется ежегодно. В этом году уже когда полная картина уже после 1 сентября будет видна, думаем, что еще будем использовать такой резерв. В Очимчирском районе обучается более 2000 детей. Нехватка учителей острее всего ощущается в деревенских школах. Как отметил Вахтанг Амичба, надежда на качественное улучшение ситуации есть. И это самое главное. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Сотрудники ГАИ продолжают проводить усиленные рейды на дорогах республики. 28 августа были задержаны 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 2 отказались от медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Бхазари Анатолий Андреевич, 1998 года рождения, житель Глурыпского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хорошев Алексей Анатольевич, 1975 года рождения, житель города Свердловск, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кваранзе Адгур Александрович, 1990 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Райсян Роберт Робертович, 1985 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рогава Нури Джондивич, 1988 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джонок Джомкам Иуй, 1984 года рождения, житель Республики Камерун, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шаматава Руслан Отарович, 1984 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Третьяков Виталий Александрович, 1978 года рождения, житель города Пицунда, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Доброквашин Александр Владимирович, 1992 года рождения, житель города Ростов, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чайков Александр Владимирович, 1979 года рождения, житель Краснодарского края, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Соломин Станислав Анатольевич, 1981 года рождения, житель Краснодарского края, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бедукадзе Бена Отаревич, 1997 года рождения, житель города Ткварчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Лагинзе Рамаз Эдикович, 1985 года рождения, житель Глурыпского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, ранее лишенный водительского удостоверения
удостоверение за аналогичное правонарушение. Гамге Эрик Гивиевич, 1994 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Инапшба Аляс Нурбеевич, 1983 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Буава Ираклий Станиславович, 1989 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Чичба Руслан Фиратович, 1973 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Трегубов Денис Юрьевич, 1987 года рождения, житель Ярославской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мирзляков Анатолий Владимирович, 1981 года рождения, житель Кемеровской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Степочкин Роман Владимирович, 1972 года рождения, житель Новосибирской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Отерба Саид Юрьевич, 1993 года рождения, житель города Пицунда, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сивенко Юрий Валерьевич, 1980 года рождения, житель города Москва, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Эшба Павел Чинчорович, 1962 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Зухба Пата Гиглаевич, 1968 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Попцава Хиндрук Владимирович, 1977 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Салугвадзе Лери Надирович, 1962 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Анобия Ромео Романович, 1979 года рождения, житель города Ткорчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сарян Григорий Андроникович, 2002 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джугеля Аляс Гурамович, 1995 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кадуа Эрик Иликоевич, 1976 года рождения, житель города Ткорчал, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Тротуар – важнейшая часть системы безопасности в населенном пункте. Его не замечаешь, когда он под ногами, но начинаешь чувствовать себя небезопасно, когда вынужден идти по краю дороги. Сразу на нескольких улицах столиц идут работы по организации пешеходных дорожек. Когда эти работы будут завершены, узнавал Заур Кварчия. Проблема отсутствия тротуаров и все связанные с этим риски решаются легко строительством и ремонтом. Этим в последнее время активно занимаются власти столицы. Так, в июне этого года на 3 крупных улицах нового района начались работы по организации пешеходных дорожек. Работы были проведены на новом районе на улицах Лагвилава, Киаразы и Картозия. Общая стоимость работ на всех 3 улицах 15 миллионов рублей. Финансирование проводилось за счет средств республиканского бюджета. Работы по улице Киараз на сегодняшний день завершены. То, что сегодня проводится работа, это работы за счет жителей уже, отдельно по просьбам жителей. Также подрядчик на улице Киараз дополнительно выполнил 50 квадратов, не входящих в смету. На улице Лагвилава работы тоже завершены. И на улице Картозия осталось около 500 квадратов. Как говорят работники управления капитального строительства, весь материал, используемый в работе, начиная от бетонных бордюров до тротуарных плит, закупается у местного производителя. А пешеходные дорожки выполнены не только по всем современным предписаниям, но и с учетом организации безбарьерной среды. Местные жители с благодарностью отзываются о работах по благоустройству района. Вообще шикарно. Да. Очень хорошо, удобно. Удобно очень. А да. то люди ходили по проезжей части. А то ходили, а камни спотыкались, еле-еле ходили. Все хорошо. Так что молодцы. И вообще очень красиво. Идет какое-то вот улучшение, благоустройство. И мы очень этому рады. Чтобы немножко дворы бы сделали. Было бы шикарно.
Работы по обустройству пешеходных зон для жителей и гостей столицы ведутся и в других районах Сухума. Также проводятся работы по благоустройству тротуаров по улице Дзидзаря от школы номер 11 до улицы Войнахской. На сегодняшний день выполнена укладка тротуарной плитки, это в районе 450 квадратных метров. Также планируется бетонирование въездов. Как видите, на сегодняшний день идет работа. Процесс в районе 600 квадратов планируется забетонировать. Сметная стоимость работ на данном объекте 4 миллиона 600 тысяч рублей. В городе завершены работы по бетонированию дворовой территории по улице Ардзинба 146-150. Также бетонированию дворовой территории по улице Басария и Айтгалера пересечения. Идет благоустройство тротуаров по улице Агумава напротив суда, получается, городского. Работы по укладке тротуаров на 3 крупных улицах нового района в Сухуме подходят к своему завершающему этапу. В ближайшее время будут завершены ремонтные работы и на других улицах столицы. Заур Кварча, Рамо Камки, Абхазское телевидение. В Моквском храме прошло богослужение в честь одного из великих православных праздников Успения Пресвятой Богородицы или Вознесению Пречистой Девы Марии на небеса. Абхазы в этот день также отмечают традиционный праздник Нанхэ. Мы в Ачимчире первый раз и познакомились здесь с Боином. Он нам рассказал, что сегодня будет большой праздник проходить в храме. Рассказал об этом храме подробно. И нас это, конечно, заинтересовало, поэтому мы приехали. Приехали на ваш праздник, и это замечательно. Да. Мы прониклись атмосферой. Прекрасные люди. Служба... Ну, меня впечатлила служба. И, по-моему, всех вокруг тоже. Всех поздравляем. Да, всех ачимчирцев, всех абхазов поздравляем с праздником. Желаем вам чего-то светлого, что может в этот день. نحن شو حواج ورزقير دسنو حوات أقول سكر أقول بزيرة عايز حردود رمنا أبريان شدو أبراحز هتقولوا أو قام ما يختلا أتنشرق الله عايز حرق الله بس هنشدرك نحوات. Вот мы приехали с группой паломников на престольный праздник в честь Успения Пресвятой Богородицы. Ну, конечно, интересно. Все необычно, вот на мой взгляд необычно, у нас немножко по-другому, ну в принципе служба она идентичная, но вот очень понравился хор, как вот пели. Дай Бог всем здоровья, нашей молодежи и вообще всем людям на земле.
А сейчас расскажем о погоде. В пятницу 30 августа ночью без осадков, днем ближе к вечеру местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью 19-24, днем 26-31 градус тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.